Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Таромастер Сони и все гости канала. Мир вам и вашему дому. Руна дня. Какая руна и о чем она хочет вам сказать? Что-то важное для каждого свое. Ой, 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 ой. Так, готово. И первый ваша руна, второй ваша руна. Выбирайте свой вариант. Кто еще не выбрал, еще есть время, прежде чем я открою. Выбирайте первый, второй или третий вариант. И какая руна вам выпала. Первый открываем. Руна Иера. Изобилие. Ожидайте. Изобилие. Руна Иера связана с последней буквой в кириллическом алфавите. Буква Я. Числа, которые играют некую роль в вашей жизни сегодня. 20 и число 4. Сегодня вам подходит зеленый цвет, ярко-зеленый. А это связано, эта карта, похожа на карту колесо фортуны. Втором. Везучая, да, такая хорошая энергетика. Стихия здесь земля, камни вам в помощь, и растения, и вообще земля. Знак зодиака связан как-то с этой вещанием Дева. Девочки мои хорошие. Планета Меркурий и чакра Анахата. Это одна из тех рун, которые не поворачиваются. У них нет такое значения. Второе. И имеет только положительное значение. Вот почему такая изобилие ожидаем. Или, иначе сказано, урожай. Сбор некого урожая. Значит так, вы находитесь сейчас в конце цикла. Заканчивается какой-то цикл. Возможно, вы заканчиваете некая работа. Возможно, вы заканчиваете некие договорные отношения и так далее. Короче, для каждого это будет что-то свое, но эта карта показывает, что вот сегодня вы заканчиваете, у вас заканчивается некий цикл, и вы будете собирать урожай от в то, в чем вы вкладывались. Время окончания цикла. Это хорошо. Значит, по урожаю опять говорю, ожидайте прибыли, ожидайте доход. В принципе, это карта успешная. Понимаете, карта успеха. Очень часто это связано с юридических какие-то дела. И это эмблема юристов очень часто. Возможно, встретите вот такая эмблема у кого-то на... Да. А еще хочу сказать, что иногда эта карта указывает на общая семейная энергия. Это семья, где есть и дети, и домашние животные. И это патриархальная семья. Сильная и полноценная. Возможно, связана как-то с вашей семьей, не только лично с вами. И если были некие
судебные дела, например, хороший результат вещает эта руна. Двоечки. Нортумбрийская руна Air. Это прах и могила. Эта руна из нортумбрийские руны имеет значение прах. Две значения имеет: прах или могила. Или тоже прах — это тоже урожай. Ну, например, если мы посадили на поле какие-то зерновые, собрали урожай на следующий год после сбора урожая, и для лучшего роста мы готовим как? Сгораем, сжигаем земля. Ну, вы видели, даже те, у которых нет хозяйства, не занимаются фермерством, как я. Но я видела, как сжигают, и спрашивала, почему. Ну, готовят на следующий год. Вот. Так что это не всегда плохое значение, не пугайтесь. Можно, конечно, сделать некая чистка, мягкая такая чистка. Ну вот, я говорю в связи с этим. Некая мягкая чистка. Ну, всякие кончики там, всякие из прошлого, то, что уже не нужно после того, как вы собрали урожай, можете сделать себе такая чисточка, чтобы подготовиться, войти в следующий цикл. В принципе, эта руна пользуется при чистке от порчи. Но не только. Например, для обращения чего-то в прах, чтобы что-то превратилось в прах. Если у вас есть канал, который не работает, то можно просто уничтожить неудачную работу и все ведущие от нее каналы. Но я вас сейчас не буду обучать в магии. Лучше, если у вас нет на это позволения и нехватка знаний, вам это не дано свыше, лучше не делать. Я просто говорю, подсказка вам дает руна, что вам нужны некие чистки. Кстати, это очень древняя руна, и она тоже имеет примерно такое же значение, как и в случае с арканом смерть. То есть вы на пороге сейчас на некой трансформации. К концу старого цикла и начало нового. Тем более только что прошло солнечное летнее солнцестояние. Это уже вход в новый цикл, да? Мы уже вошли, и недавно. Ну, надо что-то почистить здесь, чтобы легко идти по новому циклу. И эта руна, некоторые, может быть, пугаются такие слова: смерть и могила и так далее. Но это неплохая руна. Просто вы стоите сейчас на пороге, когда старое должно умереть, чтобы родиться новое. Ну, как посевы примерно. Я дала такой пример с посевы. Старая жизнь заканчивается, начинается новая для вас. Некое обновление ожидайте, потому что это руна дня. Вот именно в этот день произойдет то, что поставит окончательно конец. И рекомендую, если вам выпала такая руна, примите умывание с солью. Вы знаете, как это делается.
Давайте увидим третья руна. И здесь цикл, и здесь цикл. Давайте увидим троечки. У вас что? Воню. Радость. Ну, что вам сказать? Все хорошие. Сегодня будет у вас везение. Кстати, я не повязываю на конкретный день, в который делаю. Я делаю сегодня день. Но для каждого из вас, поясняю, имеет значение тогда, когда вы откроете это видео. Через несколько дней, месяц, год, неважно. В тот день, в который вы открываете, к этому дню относится это вещание, этот руническая карта. Воню, радость. И еще одна скандинавская руна у нас. И, конечно, она связана с буквой В. В. Это может быть буква, часть имени, начало имя, или в середине имя, или фамилия, или с какое-то событие. В. А еще это цифры, да. Какие цифры? 22 и 6. И так как 22 соответствует на аркан мир, тоже окончание. Посмотрите, как и в 3 случая. Значит, мы действительно, это солнцестояние, произошло что-то глобальное, и ко всем это относится. Обратите внимание, эта руна, если вышла, она связана с левое ухо. Если у вас что-то с левое ухо происходит необычное сегодня, это вам будет как звоночек, подсказка тоже. Стихия здесь воздух, то есть услышите что-то, да, воздух, слова. Знак Водолей, планета Уран и чакра Аджна. Эта руна несет в себе легкость, счастье, какое-то легкое везение, повезет в чем-то. Солнечная, радостная руна свободы. От чего-то вы освобождаетесь, когда приходит воню, тяжесть прошлого, какие-то негативы уходят, и входит вот эта энергетика радости. Ну, конечно, не стоит сразу ожидать, потому что иногда, знаете, энергетика входит, а человек не сразу понимает. Надо пройти несколько дней или там месяц, чтобы понять. И тогда связывает с этот день, с это предсказание. Вам будет легче реализовать то, что задумали. Легче, вам в помощь приходит эта энергетика. Ваша диагностика по этой руне, я вижу, что вы жизнерадостный человек и человек с легкий характер, не тяжелый. Но даже люди, у которых тяжелый характер, при проявлении этой энергетики, они чувствуют себя намного легче. Тем более окружающие чувствуют это. Да. Но иногда эта руна как звоночек, как предупреждение для некоторые, не для всех. Вы сами себе знаете, так что если есть резонанс, у некоторых из вас есть тенденция, тяга к легкости. Ну, как-то живут по-легкому. Тяга к развлечению. Ничего плохого, конечно, если человек развлекается от времени на время, но предупреждает эта руна, что если вы слишком часто
увеселитель, ищете какие-то увеселительные места развлечений, тем более употребляете алкоголь, дрога, чтобы почувствовать себя еще веселее, а это может превратиться в зависимость. То есть не переборщите с удовольствиями. Да, это действительно радостная руна, руна, которая приносит, это ее энергетика удовольствия, но не переборщите. Все должно быть в мере. Вот такая руна вышла для третьего варианта. Всем желаю удачи. В новый цикл входим и воспользуйтесь этой энергетики благоразумно во благо себе. Увидимся на моем следующем видео. Пока-пока.